Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет вас в этот месяц. Это середина месяца и окончание месяца. Так, и достанем из цыганской колоды еще карты для других сфер. Для отношения 3, для отношений 3 карты, для работы 3 карты и для финансов 2 карты. Итак, у нас выпадает двойка жезлов, карта, которая говорит о том, что ваш месяц июль будет наполнен действием, но это действие, которое вы уже когда-то начали, когда-то делали, да, это может быть какие-то проекты, это могут быть какие-то поступки, которые вы повторяете, это могут быть места, которые вы посещаете вновь. В общем, здесь вот такая будет ситуация повторения, да, либо вы чему-то научились, а сейчас вот продолжаете в этой сфере развиваться, то есть делаете это снова и снова, да, для того, чтобы получить результат. Двойка жезлов – это у нас карта всегда ответственности, которая не только у нас, но и у людей, с которыми мы сотрудничаем, да, или с которыми мы живем. Карта двойка жезлов астрологически связана с Марсом в Овне, а это значит, что у нас может быть конкуренция. И благодаря этой конкуренции мы вот развиваемся, мы быстрее достигаем своих результатов. У нас могут быть какие-то противоречия с такими же людьми, которые добиваются, допустим, таких же целей, как и мы, да, и вот у нас тоже здесь вот ситуация нас как бы подстегивает, да, она заставляет нас двигаться, улучшаться и так далее. Также эта карта может говорить о том, что вы будете стараться максимально использовать возможности, которые вам даются, особенно то, что касается работы, зарабатывания денег. Здесь какие могут быть еще ситуации по двойке жезлов? У вас может быть желание заняться спортом или купить, допустим, тренажер, купить одежду, обувь для спорта. Также вы можете как-то заниматься своей внешностью, лицом, прической. Может быть, новую сферу какую-то деятельности начинаете осваивать. Может быть, новая идея какая-то пришла, вы начинаете ее реализовывать. Вы очень уверены в себе, вы можете многое, вы даже всем показываете, да, как нужно делать, всем рассказываете, как должно быть. В общем, вы такие очень уверенные в себе. Очень хорошее время для того, чтобы приобретать автомобиль. Особенно если это автомобиль для семьи или если в вашей покупке у вас есть человек, который вот как бы поможет, подскажет, да, поможет выбрать автомобиль. Также карта говорит о том, что могут быть улучшения в здоровье, может меняться поведение, могут меняться даже мысли, вот состояние нашего ума, о чем мы думаем. Вот так меняет козерогов этот месяц. Да, вроде бы здесь у нас двойка, это все-таки уже не такая свежая идея, да, это, возможно, уже то, что начато, может быть, в июне, но все-таки вы здесь еще с такой энергией развиваетесь, добиваетесь своего, хотите осуществления своего желания, и, скорее всего, вы этого добьетесь. Скорее всего, в августе у вас уже вот что-то важное для вас произойдет. Первая часть месяца, начало месяца выпадает семерка мечей. Карта говорит о том, что вы будете очень сильно стараться добиваться, может быть, того, чего не совсем стоит добиваться, да, может быть, у вас здесь столько много сил, энергии, вы хотите большего, и вот здесь вас может как-то занести немножко, может быть, вы захотите что-то незаконно сделать, да, допустим, заработать денег незаконно, или, может быть, обойти как-то какие-то правила, инструкции. И смотрите, вот здесь осторожнее, особенно если это касается денег, работы, то можно как бы попасть под закон, под статью, да, будьте очень осторожны. Также семерка мечей у нас говорит о том, что мы стараемся как-то делать какие-то вот привычные для всех вещи по-своему, индивидуально. И с одной стороны, это хорошо.
Но с другой стороны, вы же здесь только начинаете, да, для вас это может быть даже и не стоит. Может быть, надо сначала сделать так, как это принято, да, как это возможно, а когда уже вы будете мастером, тогда уже добавлять свою индивидуальность. А так может получиться, что вы просто зря потеряете время или ошибетесь, не туда куда-то уйдете, да, вот здесь все-таки какой-то традиции нужно придерживаться, каких-то правил и законов. А также семерка мечей у нас астрологически связана с Луной в весах, а это значит, здесь могут возникать вопросы, связанные со взаимоотношениями, а здесь может быть какое-то непонимание между партнерами в семье, между конкурентами, да, или, может быть, между партнерами по бизнесу или в коллективе может возникать какое-то напряжение, срыв каких-то договоренностей, невыполнение обещаний и так далее. То есть вот здесь, может быть, за спиной даже кто-то что-то может делать совершенно неприятное для вас. А теперь следующая середина, вернее, середина месяца июля для козерогов. Здесь у нас десятка мечей. Наконец-то заканчивается этот сложный период. Вы, видимо, либо себя здесь преодолели, да, уже решили все-таки заканчивать с тем, что не стоило делать, да, и с тем, что вас расстраивало, и все-таки решаете идти вот как бы обычным путем, да, нарабатывать технику, нарабатывать какие-то навыки, стараться сделать просто, ну, довести что-то до результата, да, а потом уже показывать себя, показывать свою индивидуальность, особенности и так далее. Кроме того, по десятке мечей у нас может быть, мы наконец-то заканчиваем с теми проблемами, которые вот высасывали наши силы, да, то есть здесь у нас просто идет улучшение, скажем так, ситуации. Окончание проблем – это уже улучшение, правильно, это же уже меньше будет у нас огорчений. И когда уже наступает какая-то определенность, мы уже знаем, чего хотим, куда идти и так далее. То есть десятка мечей – карта завершающая, карта, когда уходит то, что нам не нужно и больше не возвращается. Карта еще также говорит о том, что, может быть, будут какие-то важные ситуации, связанные с коллективом, с группой, с семьей. Может быть, не та семья, которая вот для вас близкая, да, это может быть какие-то дальние родственники. Также карта говорит о том, что вы вместе с кем-то можете начинать дело, то есть вы готовы к тому, чтобы совместное дело начать. Десятка мечей у нас говорит о том, что вы все уже проанализировали, собрали все документы, да, то есть закончили подготовку, и вот вы можете уже начинать. Также карта говорит о том, что вы можете заниматься каким-то пиар-бизнесом, допустим, да, вот по мечам. Это у нас такая информация, да, которая распространяется вокруг. То есть у нас 10 мечей, которые направленно действуют. Это хорошее время для того, чтобы заниматься какими-то прямыми эфирами, может быть, блогерством, может быть, сетевыми какими-то компаниями, да. В общем, карта, когда мы вовлекаем большое количество людей в свои дела. Мы можем организовывать какие-то важные мероприятия, мы можем получать даже какие-то результаты уже от того, что мы распространяем информацию о себе, да, то есть вот карта такого вроде бы переходного периода, но все-таки можно здесь многое сделать, то есть она и положительная у нас, и отрицательная может быть, в зависимости от того, как пройдет вот первая часть месяца. Для тех, у кого были сложности, сложности закончатся. Для тех, кто вкладывался в дела, обучался, для тех вот как раз появляется возможность наконец это дело свое начать, да, возможно, в коллективе. А теперь окончание месяца у нас выпадает карта Отшельник, старший аркан, а это значит, вы вот полностью погрузитесь в свои дела, полностью погрузитесь в реализацию каких-то важных для вас проектов. Возможно, вы взяли на себя какие-то обязательства, подписали какие-то договоры, и вот теперь должны их выполнять, да, исполнять.
Вот по этой карте очень часто приходят услуги какие-то, да, то есть, может быть, вы будете заказывать ремонт, допустим, ремонт квартиры, или, может быть, ремонт автомобиля, что-то, то, что нуждается в исправлении, да, может быть, вы сами будете исправлять, что-то ремонтировать. А также карта говорит о том, что если у вас здесь какое-то переутомление, какая-то болезнь, то обязательно нужно обратиться к врачу в конце июля. То есть это у нас еще и карта целителя или карта врача. Может быть, нужно посидеть на диете, может быть, для кого-то будет полезен голод, да, для того, чтобы выздороветь. Карта говорит о том, что вы будете брать ответственность на себя за своих близких. Вы будете стараться вот выполнять свой долг, да, какой-то перед другими людьми. Может быть, будете действовать не из чувства, не из любви, да, а вот именно из долга. Благодаря долгу будете продвигаться как-то. А также карта говорит о том, что вам нужно все-таки задуматься о режиме, о здоровье, привести как-то в порядок свои какие-то каждодневные привычки. А теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает туз трефовый, а это значит, что у вас вполне возможно появится близкий человек, причем ваши отношения могут быть надолго. Карта, которая говорит о том, что у вас, скорее всего, будет брак в будущем, да, вот если вы найдете своего человека, то он будет с вами, скорее всего, в официальных отношениях в дальнейшем. Также этот человек будет настолько на вас похож, настолько у вас будут общие интересы, да, общий взгляд на мир, на жизнь, что вы будете даже удивлены. Возможно, он будет вам дарить там дорогие подарки, может быть, допустим, пригласит в какую-то поездку. В общем, очень интересное тут ждет время козерогов, тех, кто пока что без пары, да, вот можете своего человека встретить. Для тех, у кого уже есть пара, дама бубновая говорит о том, что у вас будет какая-то сложность в отношениях, и вы не будете знать, как вам поступить. Либо кто-то будет вмешиваться в ваши отношения, что совершенно нежелательно. Да? Карта говорит о том, что у вас, может быть, были совсем другие планы, другие надежды, вот, которые вы на этого человека возлагали, на своего партнера. Он, допустим, их не оправдывает. И вы думаете уже, как вам быть в этой ситуации, как вам как-то получить хоть какую-то радость из отношений, да, хоть какое-то счастье. То есть вы понимаете, что с вами рядом совершенно другой человек, не такой, какого вы себе как бы раньше в мечтах рисовали, да. Это совсем не идеальный человек. И вот вам приходится здесь делать выбор. Кроме того, может быть вмешательство других людей, может быть у вас хорошие отношения с партнером, но есть другие люди, которые постоянно вмешиваются, считают, что они лучше знают, как вам быть и жить, да. И вот здесь вы, если, допустим, побоитесь таких людей как-то не допускать в свои отношения, да, побоитесь быть грубыми, да, побоитесь резко сказать, отказать им от дома, допустим, или еще что-то в этом роде, то тогда могут пострадать ваши отношения, то есть ваше будущее может пострадать. А теперь для тех, карта, которые в ссоре, десятка червовая говорит о том, что вы очень легко здесь помиритесь, вы, в принципе, готовы уже к тому, чтобы помириться. Скорее всего, у вас здесь была какая-то ссора на эмоциях, на каких-то мелочах, поэтому здесь вот уже все пройдет и есть возможность к примирению. Работа. Для тех, кто в поиске работы, десятка бубновая. Карта говорит о том, что вы будете в работе, вернее, вы будете искать работу по своим способностям. Может быть, вы недавно учились, или, может быть, у вас есть хороший профессиональный опыт, и вот вы будете как раз такую работу искать и найдете ее в этом месяце. Может быть, все-таки придется кому-то учиться дополнительно, да, чтобы вот соответствовать тем запросам, которые дает руководство вот компании, в которой вы хотите работать. Может быть, вы будете и работать, и обучаться параллельно. Может быть, это будет такой период тестовый для вас, да. Но в любом случае здесь уже с работой вопрос решается. Какая-то информация нужная будет получена вами. Для тех, у кого уже есть работа, туз бубновый.
Карта говорит о том, что у вас может быть какая-то удача, крупная, успех какой-то хороший в этом месяце на работе. Скорее всего, вас будут уважать, скорее всего, у вас будут какие-то достижения, может быть и повышение, может быть здесь прибавка денег. То есть вы будете очень довольны тем, что у вас в этой сфере происходит. Также карта говорит о том, что вас могут пригласить в какой-то новый творческий проект или, может быть, даже на новую работу. Также здесь может быть и свое дело, свой бизнес. Кто-то, может быть, параллельно начнет чем-то своим заниматься, а кто-то, может быть, даже захочет сменить работу вот на свое дело, на какое-то. Также здесь может быть вмешательство людей вышестоящих, благоприятное, да, то есть может быть с каким-то продвижением для вас. И кроме того, вы можете здесь как-то быть на виду весь месяц, да, то есть вы на виду, вас уважают, у вас все ладится. Очень хорошее время для тех, у кого свое дело. Семерка червовая. Карта говорит о том, что у вас будет рост в бизнесе, у вас будет как бы набираться, может быть, обороты, да, может быть, вы только начали, да, и здесь вот будет очень такой стремительный подъем. Если это дело, которым вы давно занимаетесь, то тогда, может быть, после застоя у вас идет развитие какое-то. Также карта говорит о том, что у вас может быть прибыль хорошая, особенно если вы вкладывали куда-то деньги в какие-то инвестиции. У вас может быть какой-то тоже новый творческий проект. Может быть, вы будете кого-то из семьи приглашать или, может быть, людей знаменитых, известных будете приглашать в свой проект. Вот как-то вы здесь вот можете сильнее стать благодаря другим людям, благодаря близким людям или людям, которые вот уже чего-то достигли. Можно, кстати, выиграть в какой-то, как это называется, в каких-то торгах, допустим, да, или еще какие-то вот у вас, может быть, конкурсы, да, или конкурсная основа на то, чтобы ваш проект, допустим, прошел. Вот здесь вот у вас может быть такой выигрыш. Посмотрим деньги. Для тех, у кого работа, да, кто на зарплате, здесь король бубновый, и карта говорит о том, что деньги у вас будут приходить, деньги от продаж. Если особенно вы работаете в сфере продаж, то вот у вас будет прям хороший здесь заработок. Также вы можете дополнительно еще зарабатывать, кроме вот ваших доходов по профессии, у вас могут быть еще какие-то доходы от ваших каких-то дополнительных дел. Также здесь могут тратиться деньги на поездки, на различного рода покупки, может быть, даже дорогие. На отдых могут тратиться деньги. Теперь деньги для тех, кто своим делом зарабатывает. У вас есть возможность заработать благодаря тому, что вы будете, возможно, продавать какую-то услугу дешевле или товар дешевле со скидкой, допустим, да, вот благодаря этому вы можете очень много заработать. Кроме того, здесь может быть нужно уделить внимание звонкам, встречам, каким-то переговорам. В общем, общественные контакты, они вам позволят больше заработать, привлечь внимание к себе. Посмотрим, какой итог месяца. У козерогов обновление, то есть вы за этот месяц достигнете очень многого, будут новые события, будут новые люди, будут перемены, причем все будет очень быстро происходить. У нас карта двойка жезлов очень такая динамичная, и вы знаете, может быть, даже в конце месяца вы не ожидаете, насколько много вы сделали, может быть, даже сами внешне очень сильно изменитесь. Не только, допустим, ваши дела или ваши деньги, да, даже внешне прическа, там, одежда и так далее. То есть карта говорит о том, что у вас обновляется жизнь очень сильно, дорогие козероги. Друзья, желаю вам всего доброго, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. До новых встреч!